Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В эти дни в республике отмечается годовщина республиканской акции «Все для победы». Ключевое значение здесь бесспорно имеет волонтерская деятельность. Наш гость в студии Василий Попов, федеральный координатор Молодой гвардии Единой России по Дальневосточному федеральному округу. Василий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, Валерия. Как сегодня развивается волонтерство у нас в Якутии? Волонтерство в Якутии развивается очень динамично. Мы один из тех регионов, в которых много молодых, зрелых людей, которые выделяют свое свободное время для того, чтобы помогать другим. Все это началось еще с 2020 года, когда у нас была пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Молодая гвардия, активисты, центр добровольцев, волонтеры, медики — все объединились и помогали населению, доставляли продукты, помогали врачам, занимались развозами их домой, организовывали мероприятия для детей и медицинского персонала. Плюс в прошлом году, когда объявили специальную военную операцию, очень многие волонтеры тут же включились в мероприятия, условно, все для победы. Якутские молодогвардейцы первыми по всей стране, среди первых, выехали на освобожденные территории, на поселок Володарский. Вот мы с Васей Уваровым, потом вот нынешний лидер якутских молодогвардейцев Александр Румянцев со своей командой. Среди первых под обстрелами помогали мирному населению освобожденных территорий. Но у волонтеров такое большое сердце и душа, и хотелось бы узнать, как лично вы пришли в это движение, почему стали волонтером? Наверное, я стал волонтером, потому что такие события происходят, как можно сидеть в стороне. Во время пандемии я помню, с какой беспомощной ситуацией оказались, вот, допустим, моя бабушка с дедушкой, им нельзя было никуда выйти. Банально даже за продуктами, да, рекомендовали оставаться дома. Как-то вот началось с того, что мы помогали университету, мы там работали в то время. Потом пришел запрос на то, что нужны руки, и мы сформировали первые бригады, и вот в марте-апреле 2020 года помогали. Потом это как-то вошло в привычку, в образ жизни, и когда объявили специальную военную операцию, да, Молодая гвардия Единой России, вот по кличу нашего председателя, лидера Антона Демидова, мы среди первых выехали туда, прямо на освобожденной территории. Ну, вот волонтеры из Якутии выезжают за пределы республики, непосредственно помогают там. Одни из первых приехали в зону проведения специальной военной операции. А какой отзыв дают ваши коллеги из России? Очень хороший вопрос. Вообще якутские делегации всегда ценятся за дисциплинированность, за слаженность. У нас очень многие умеют работать с инструментами, обслуживать технику, водить автомобиль. Вообще, руки растут с правильное место, потому что многие у нас, вот, те, кто выезжает, это сельских поселений ребята, и такие бытовые навыки, умеют готовить еду, разжигать костер, физически крепкие. Поэтому наша команда всегда вот радостно встречают и в госпиталях, и в больницах, и население. И мы же там живем в лагере, а в лагере это не гостиница, там все самостоятельно обслуживаешь. Трубу прорвало, там сам чинишь, там засоры, электричество сам налаживаешь, там еду готовишь. То есть бытовые навыки очень нужны. В якутском слове есть такое слово «тур», да, выдержка. Я горжусь теми, что все ребята, которые со мной выезжали, они вот реально люди с выдержкой. Я с ними и на разведку, и куда угодно могу поехать. А как вы думаете, ваши коллеги и волонтеры из других регионов, вот когда видят вашу выдержку, заряжаются этим? Я думаю, да, раз мне доверили в прошлом году, сразу после первого выезда, руководить волонтерским лагерем в Мариуполе, и вот последующим я уже был руководителем. Вот в Луганске, когда выезжал, тоже нам старшая смена сказала: «О, якуты приехали, можно в отпуск уехать». И на 2 недели в отпуск в Москву уехал, поручив мне заниматься. Поэтому, видимо, определенный авторитет и уважение мы заслужили. Да, конечно. Но вы рассказали, что волонтеры работают также в госпиталях. Давайте на этом остановимся. Что конкретно они там делают, как помогают? Я вот буквально недавно вернулся с Луганского госпиталя для военнослужащих, ветеранов войны. Многое нельзя говорить из того, что в связи с безопасностью военнослужащих, медперсонала. Мы помогаем
в госпитале медперсоналу делаем все, чтобы специалисты, которые могут проводить операции, назначать лечение, препараты, чтобы они были свободнее. Там рук не хватает, постоянная текучка кадров, переназначение. Работали в том числе с бойцами ЧВК «Вагнер» с определенным контингентом, работали с ВДВ, с другими подразделениями. Да, и в основном мы ввели первичный прием, анкетирование, опрос, мыли в том числе операционные, носилки, выполняли техническую работу, кормили людей, ну и, конечно же, помогали принимать и распределять гуманитарную помощь по складам, по отсекам. Слава богу, она пребывает в госпитале в очень больших масштабах. В день могли разгрузить и 12-13 КАМАЗов гуманитарной помощи. Работа очень нужная, тяжелая, график там 8/8, то есть 8 часов работаешь, 8 отдыхаешь, и вот постоянно сменяется режим дня, он сдвигается потихоньку. Ну и плюс, конечно же, ассистировали при проведении операционных вмешательств, ну, по-простому медопераций. Насмотрелись много чего, но ребята приехали уверенные в том, что это очень хорошее дело. Все ребята получили благодарственные письма командира подразделения. Василий Анатольевич, вы рассказали, почему вы пришли вообще в целом в волонтерство, да, во время пандемии. Но вы же рассказали уже, что вы ездили в зону специальной военной операции. Зачем вам лично это надо и почему туда ездят волонтеры? Потому что я сам не годен к несению военной службы. У меня сахарный диабет, поэтому у меня есть ограничения. Я неоднократно подавал заявление через линию молодой гвардии. У нас молодогвардейцы служат в подразделении аэроразведки «Барс-Каскад». Очень многие ребята у нас выехали, многие за выполнение боевых задач были награждены государственными наградами. То есть подразделение хорошее, ребята прям выкладываются. Мы вот общаемся, связь поддерживаем. Многие уже отслужили, вернулись в отпуск, да, снова поехали. Многие продлили контракты. И так как я мужчина в призывном возрасте, мне было стыдно оставаться просто в стороне. Если я не могу туда поехать в качестве участника боевых действий, да, то хотя бы как волонтер мы работали и помогали. Как считаете, почему остальные другие волонтеры ездят и тоже предлагают свою помощь, притом не просто бабушкам и дедушкам где-то в черте города, но это же ведь зона проведения специальной военной операции? Вообще мотивация у людей разная. Есть те, кто хочет получить ответы на вопрос, что там, да как, не с средств массовой информации, да, а именно непосредственно лично. Очень многие вырастают, прям становятся намного взрослее за эти 2-3 недели работы, которые там проводят. Многие в такой же ситуации, как и я. Есть те, кто выезжает туда для того, чтобы по доброте душевной помочь. То есть, да, очень многих движет вот это желание поддержать местное население, мирное население. Ну, а есть четвертые, которые, я их называю такие волонтеры по призванию, по душе, да. Это волонтеры, которые выезжают всегда. У нас есть команда молодой гвардии, да. Где-то наводнение, туда выезжают. Вот якутские молодогвардейцы в прошлом году помогали устранять наводнение в Верхоянске. Мы сами 2 года назад помогали устранять последствия пожаров, да. Также какие-то крупные вещи случаются, люди сразу пакуют вещи, оформляют отпуск и вылетают. Причем много раз и за свой счет до Москвы. Но это действительно нужно иметь большое желание помощи другим людям безвозмездно, не ища ничего взамен. Да, у нас нет зарплат. Многие, кстати, мне пишут и спрашивают, какой размер зарплаты. Я всегда говорю, это волонтерская деятельность, от слова добровольчество, да, это бесплатно, удивляются. Ну, да, я притом понимаю, почему, наверное, отчасти люди удивляются. Потому что в наше время сейчас редко где встретишь, что вот просто так, безвозмездно кто-то что-то делает. Но давайте немного отойдем от темы специальной военной операции. Как вы считаете, на ваш взгляд, какие изменения произошли в республике за 5 лет в части реализации молодежной политики? Ну, во-первых, самое большое событие для нас был принят федеральный закон о государственной молодежной политике. Обращаю внимание, что в Якутии он был принят один из самых первых еще в 90-х годах по всей стране. И мы рады, что у нас появился наконец федеральный закон, который
определяет общие понятия молодой семьи, молодого специалиста, ученого, да, определяет гарантии. Раньше, вот, допустим, социальные выплаты, да, они вот молодежь. А кто такая молодежь? Да? 30 лет, с 14, с 18 до 35. Там я помню, что молодые ученые вообще были до 45-50, да, ну, как бы считались мы, если они доктора наук и так далее. Сейчас все унифицировалось, это очень полезно, удобно для различных социальных программ по, допустим, поддержке недвижимостью, по помощи в кредитовании, да, в том числе ипотека, по рабочим квотам, допустим, да, у нас в Якутии специальный закон принят. Есть удобства, в том числе для исполнительных органов власти, уже есть четкое понимание. Это, наверное, самый большой прорыв, то, что на федеральном уровне принят такой закон. А что можете сказать о прорыве в социальной сфере? Ой, ну, согласно Конституции Российской Федерации, Россия является социальным государством, и мы этой социальности видим очень много в последнее время. Ну вот опять-таки с жильем, да, дальневосточная ипотека. Есть очень много выплат для бойцов специальной военной операции. Поддерживаются волонтеры. Очень большая поддержка делается по переселению людей, да, то есть, конечно, темпы не такие, о которых мы мечтаем, да, но в рамках того, что можно сделать, делается все. Дороги, да, как делаются, выплаты. Я уже не помню, когда в последний раз слышал от друзей, учителей, там, врачей о том, что зарплаты маленькие, допустим. Вот когда я учился в школе или в студенчестве, там, это было как-то, ну, неоплачиваемо. Правоохранительные органы. Сейчас зарплаты выросли, и в целом, ну, вот, я думаю, что основа и поддержка со стороны государства, особенно в республике, она есть. Ну и самый главный показатель социальный, вообще всей политики, которая проводится, это для меня рост численности населения, несмотря на ковид, несмотря на СВО, мы прибавили за последние 5 лет 38 тысяч населения. Было 960, сейчас 990, ну уже 9, кстати, 39 тысяч. И вот совсем скоро ждем миллионного жителя. И средняя продолжительность жизни человека в Якутии с нашими условиями, она превысила среднероссийскую. На чуть-чуть, но сам факт, что превысила, это, не знаю, я был очень удивлен, когда вот ознакомился с этими данными. Радостно удивлен. Мы уже не раз поговорили о волонтерстве, да, но все-таки в конце нашей беседы мне бы хотелось у вас спросить, как вы считаете, волонтерство — это все-таки призвание или образ жизни? Вряд ли это призвание. Я вообще сложно отношусь к слову призвание, да, это же все часть образа жизни. То, чем ты занимаешься, ты в любом случае когда-то начнешь становиться профессионалом, начнешь уже глубже понимать, что это такое. Я помню, когда мы вообще впервые занимались волонтерством, да, это вот спортивные игры «Дети Азии» в детстве еще, нас инструктировали, мы не очень понимали, что, зачем, почему, да, в школе еще были. А сейчас уже можешь и сам развернуть гуманитарный лагерь, да, там спокойно проводить. Вряд ли это призвание, но образ жизни точно. Василий Анатольевич, спасибо вам большое, что вы пришли. Желаем процветания вашему движению и всего вам наилучшего. Спасибо. Спасибо, Валерия. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.